Сергей Анатольевич, еще один крупный проект, о котором было объявлено в этом году. Мы получили право на проведение чемпионата мира по бенди 2021 года. Весной было объявлено, что есть планы у крупного инвестора построить большой ледовый дворец в Сыктывкаре, в котором, собственно, и пройдут матчи этого чемпионата. Через несколько месяцев инвестор объявил о том, что он не будет строить этот ледовый дворец. И тем не менее, чемпионат мира пройдет в Сыктывкаре в 2021 году, оговоренных сроках. Ваша позиция по этому поводу и какие решения уже приняты для реализации плана подготовки чемпионата? Я знаю, он давно уже сформирован и есть уже ответственный по этому плану. Подготовка к чемпионату идет в плановом режиме. Да, безусловно, вы были правы. Мы хотели, конечно, сделать гораздо больше. И такие планы были зафиксированы в обязательствах республики. Строительство нового ледового дворца. Ну, скажем так, не инвестор, а участник частно-государственного партнерства. Все-таки это немножко другая составляющая. Вот, изъявили желание нам помочь в этом плане, вложить средства. И после оценки своих возможностей и того, что они, в общем, не успеют в срок реализовать этот большой проект, а это на минуточку больше 4,5 миллиардов рублей, они отказались. В результате, к сожалению, мы потеряли время, тоже, что очень ценно. Но, тем не менее, как и написано в условиях проведения, мы должны предоставить 2 ледовые площадки, а это 2 больших ледовых арены, которые на сегодняшний день, по нашей оценке и согласованию с Международной Федерацией, являются это наш действующий стадион и запасное поле. Безусловно, мы проводим сегодня оценку техническую, были приглашены технические делегаты, была проведена соответствующая большая работа, внесены изменения в регламент проведения, в соответствующие технические условия проведения. С нами, с нашими доводами согласились организаторы, за что им огромное спасибо. И нам позволили, разрешили проводить этот чемпионат на открытых площадках, сместив срок проведения с февраля на конец марта. И здесь, конечно, наши обязательства, они должны быть реализованы. В следующем году мы выделяем 50 миллионов рублей на проектно-сметную документацию. И сегодня уже оперативно проводим соответствующую оценку, кто бы, безусловно, мог выполнить соответствующие работы.